Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Образ матери, хранительницы очага, издавна почитается и оберегается якутским народом. Логотип Года матери утвердили в Якутии. Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в регионе. В республику доставили первую партию детской вакцины. Виктор значит победа. Виктор Рассадин стал сильнейшим на престижном турнире «Иван Ярыгин». Ежегодное январское совещание педагогических работников республики стартовало в Якутске. Основная тема мероприятия – качество образования, методические аспекты. Программа совещания разделена на 3 трека: объективно ориентированное программирование как инструмент совершенствования образования, создание условий реализации обновленных программ и реализация требований к образовательным результатам. 3 трека будут реализованы по всем уровням образования и пройдут в формате методического семинара, онлайн-лекции, круглого стола, проектной сессии на 69 площадках. Итоги мероприятия подведут 31 января. Упор будем делать, на социально-экономическое развитие, или иными словами, понимание такое влияние образования на социально-экономическое развитие региона. Как раз таки об этом мы будем обсуждать в рамках январского совещания. Здесь основное внимание уделяется формированию функциональной грамотности обучающихся. Что такое функциональная грамотность обучающихся? Это получается применение полученных знаний в жизни. Вот это самая такая составляющая человеческого капитала. Якутия обеспечит рост промышленности на Дальнем Востоке более чем на 30% за 3 года. В соответствии с прогнозом Восток Госплана, за 3 года объем производства ВДФО вырастет на 16,3%, почти до 6 триллионов рублей в 2024 году. Более половины общего прироста обеспечит промышленный сектор 3 регионов, в том числе Якутии, порядка 30%. Связывают такие показатели с ростом добычи углеводородного сырья на Чаиндинском месторождении, а также угля, алмазов, цветных и редкоземельных металлов. Вырастут в Якутии объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Перспективы развития специализированных служб кардиологическая, онкологическая и инфекционная рассмотрели на совещании у главы Якутии. Кардиососудистый центр должен стать головным учреждением единой системы кардиологической службы. Большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы региона. В республике имеется только детская инфекционная больница, а нет отдельной инфекционной больницы для взрослого населения. Для решения задач необходимо создание головного учреждения республиканской инфекционной клинической больницы. Айсен Николаев отметил, что развитие специализированных служб будет способствовать внедрению и увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи и поручил рассмотреть вопрос дополнительного финансирования этих направлений. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике к 2023 году. Об этом также сообщил на совещании Айсен Николаев. Хорошо зарекомендовали себя центры амбулаторной онкологической помощи. К 2023 году в Якутии будут работать 18 таких центров, приводятся его слова. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируют расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. Логотип «Году матери», разработанный Конгресс-центром совместно с Минтруда региона, утвердили в республике. Образ матери, прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом. Поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых, народных мастеров, говорится в сообщении. При разработке орнамента изучили и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 2022 год Годом матери. Далее к эпидобстановке. Еще 2506 человек, по официальным данным Оперштаба, заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 1753.
Среди антилидеров, среди районов по числу заболевших остается Мегино-Кангаласский. Там выявили 226 случаев заражения. В Алданском районе 77, в Мирнинском 70, в Намском 46, в Усть-Алданском 42, в Чурапчинском 37, в Нерюнгринском 36, в Кангаласском Улусе 34 случая. Еще в 16 районах от 1 до 26 случаев заражения ковидом. А накануне плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, то есть термометрию проходят. И чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. Также в Якутске началась вакцинация детей и подростков от коронавируса. Единый городской центр вакцинации расположили в здании Дворца детского творчества. Детям и подросткам вводят специальную детскую вакцину «Спутник-М», первая партия которой поступила в республику. Тему продолжит Власий Сергеев. В работе единого центра привлечены врачи-педиатры и медсестры. Прежде чем получить вакцину, дети проходят регистрацию и первичный осмотр. К добровольной вакцинации в этом пункте допускаются лица, прикрепленные к поликлиникам Якутска, строго с согласия родителей. Перед постановкой вакцины врач-педиатр осматривает ребенка, измеряет температуру тела, обязательно уточняется эпитанамнез, и на основании объективных данных она дает разрешение. Записаться можно через своего участкового педиатра. Обратившимся в центр вводят двухкомпонентную вакцину «Спутник-М», предназначенную для детей с 12 до 17 лет. Компоненты вводятся с интервалом в 21 день. Первая партия из 720 доз была распределена между Якутском и районами республики. Данная вакцина, она в 5 раз облегченная, специально создана для детей. Но гарантирует, что антитела будут вырабатываться очень хорошо. Главные противопоказания – это, конечно, острые заболевания, недавно перенесшие острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Оксана записала свою дочь Полину сегодня утром, и уже ближе к вечеру девочке поставили первый компонент вакцины. Женщина уверена в необходимости вакцинации. Мы только за вакцинацию, потому что сейчас очень много больных, очень много детей болеет. Я сама работала с прививками в детской поликлинике, поэтому я только за. Мы сегодня утром записались, нам позвонили, и мы, в общем, сделали прививку, чему я очень рада. Единый городской центр вакцинации будет работать с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 часов дня. Чтобы записаться на прививку, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Приглашенные на вакцинацию дети и подростки должны иметь при себе следующие документы: медполис, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск. Тем временем в Хангаласском Улусе учителя выходят в рейды, выявляют детей, находящихся вне дома. В районе все учащиеся школ перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. Такой режим для школьников будет сохраняться на период обострения пандемии. В эти дни им необходимо соблюдать самоизоляцию, исключить очное общение с одноклассниками, друзьями, длительное пребывание на улице и в местах массового скопления людей. Для контроля режима самоизоляции педагоги школ и детских садов ежедневно выходят в рейды. Мы присоединились сегодняшнего дня. Выходим мы по графику 1 раз в день, дневное время. У нас район Кирзавод мы относимся к улицам, Строительная, Заводская и Комсомольская. Это наши улицы. При обнаружении детей либо на площадке, либо в подъездах мы с ними проводим беседу о том, чтобы они покинули это место, так как сейчас такая неблагополучная обстановка.
И даем рекомендации родителям, чтобы дети самоизолировались, также соблюдали масочный режим. К другим темам. Черный бриллиант «Энигма» весом 555 каратов выставляют на торги аукционного дома «Сотбис». Ученые до сих пор ничего не могут точно сказать о его происхождении. Возможно, такие бриллианты сформировались в космосе и оказались на Земле вместе с упавшими астероидами. Сотбис выставляет на торги черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карат. Как отмечают в аукционном доме, это самый большой среди фантазийных или цветных драгоценных камней в мире. Черные бриллианты еще называют карбонадо, они чрезвычайно редкие, предположительно «Энигме» около миллиарда лет. Последние 2 десятилетия бриллиант находился в частной коллекции, и о нем крайне мало известно. На выставках не показывали и не выставляли в открытую продажу. Этот предмет выходит за рамки того, что мы представляем себе о коллекционировании бриллиантов и ювелирных изделий. Я думаю, что эту вещь потенциально можно было бы показать в музее. Она может уйти и к частному коллекционеру. Это нам еще предстоит увидеть. Но, на мой взгляд, из-за того, что этот бриллиант настолько редкий и привлекает столько внимания во всем мире, это только добавит интриги. Заинтригованы карбонадо и многие ученые, которым пока не удается понять происхождение черных алмазов. Находят их только в 2 местах на планете – Бразилии и Центральноафриканской Республике. Возраст большинства приблизительно от 2,5 до 3 миллиардов лет. То есть, когда происходило активное движение земных плит и насыщение атмосферы кислородом. Мы думаем, что они могли образоваться глубоко в недрах Земли, намного глубже, чем другие алмазы, о которых мы знаем. Есть гипотезы, что они образовались в местах, где происходило падение больших астероидов, во время которого под воздействием углерода образовывались карбонады на поверхности Земли. Также существуют межзвездные гипотезы, которые предполагают, что они сформировались в космосе, а затем оказались на нашей планете. Так что мы на самом деле не знаем, откуда они берутся. Ученые считают этот камень бесценным и хотели бы заполучить такой экземпляр для науки. Но в Сотбис рассчитывают выручить за него от 4 до 7 миллионов долларов. Для лота резервной цены нет, то есть он достанется покупателю, который предложит больше денег. Причем расплатиться он сможет и криптовалютой. Итоги торгов станут известны 9 февраля. Далее о спорте. Якутский борец вольного стиля Виктор Рассадин стал чемпионом престижного турнира «Иван Ерыгин». Выступая в весовой категории до 70 килограммов, в финале Рассадин одержал победу над Анзором Закуевым из Кабардино-Балкарской республики со счетом 10-4. Таким образом, Виктор Рассадин выиграл путевку на чемпионат Европы по вольной борьбе. Все нормально, нахай вода. А якутская «Заря» сыграла в ничью с дублем новой генерации. В матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 6-6. В составе якутян дубль оформил Никита Рычков. По одному результативному удару нанесли Роман Аносов, Афанасий Федоров, Максим Юсупов и Станислав Сергунин. В данный момент «Заря» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка. В следующем туре якутские футболисты встретятся с липецким ЛКС. Матч пройдет 4 февраля. К текущему часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.